Запись идет, снимать. Еще, Сергей Федорович, вот какие проблемы вы услышали у конкурсантов, может быть, общие? Да, общие они у всех проблемы такие. По всей России. Сейчас мне конфетку дали. Кто-то воздух наглотался холодный. Это у меня больное место. Значит, что касается, возвращаясь к вопросу, коллеги, значит, это решается очень просто, вы даже не представляете как. Вы знаете, сколько у нас способов звукоизвлечения на дом? Не знаете, да? Я вам скажу. Да. Я вам скажу. У нас существует 3 основных способа звукоизвлечения на дом. Первый, самый хороший способ звукоизвлечения на дом, к которому приходят люди, уже достигшие определенного уровня, достигших, то есть это нажим. То есть когда медиатор кладется на струну, и под весом собственной кисти выделяется, рождается звук. Видите? То же самое. Может так маленький ребенок играть? Может, да? Вот это нажим. Следующий способ звукоизвлечения — это толчок. Это тоже нажим с воздуха. Здесь уже есть какой-то призвуки, есть какие-то. Но это нужно. И третий, последний удар. Не удар, я не знаю, как его назвать. В общем, удар, когда люди просто бьют по струне. Вот. Значит, у меня времени у нас очень мало, у меня методика очень хорошая, по которой учатся все в России. 7 шагов. Не 7 шагов, 7. Это уроки мастерства дамбриста, первые, а потом начальные уроки, и сейчас я написал «Юный виртуоз». Это целая система освоения поступенно. Я это все практикую в Сибири, в различных регионах России, Центральной России. Дети играют, вот такие дети играют идеальным звуком. И ритмически все. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что нужно знать, вот также это освоение домбры, у нас сложный инструмент, домбра. Такой же сложный, как скрипка. К роялю подойдешь, хоть каким пальчиком, хоть как, нажмешь, звук появляется. У нас, чтобы появился звук, нужно очень много трудиться. И так же, как на скрипке. Как великий Давид Федорович Шостин говорил, что у скрипача более или менее первая интонация человеческая на скрипке появляется после 18 лет игры на скрипке. Ну, вы понимаете, у нас то же самое. У нас то же самое, потому что, попробуйте, вот сидит тут маленький, вот ты уже большой у нас мальчик, вот, сидит малыш или девочка, и ей дают большую дуру. Да? Медиатор возьми сюда, это возьми сюда, следи за тем, чтобы пальцы не уходили. Это бесполезно. Это бесполезно однозначно. Это одни проблемы будут. Никто, даже взрослому человеку, это дашь в руки домбру, он никогда ничего не сделает. Потому что то здесь не так, что здесь не так, то звук не тот, то еще, то на ладах играют, шлепают, и еще что-то. Нет. Должна быть система, должно быть постоянное, постепенное освоение. Так же, как мы в школу приходим, ребенок начинает, вот это буковка А, вот это буковка Б, так все, потом пошли слога и так далее. Потом простые предложения. То есть идет элемент накопления. То же самое и у нас. Я совершенно не понимаю, когда маленькие дети играют тремоло. Когда в нотах написаны восьмые, когда люди играют... На ре. Это просто беда. Понимаете, беда. Потому что у нас тоже, в общем-то, исправлять ошибки кого-то, у нас нет методики. Понимаете, у нас нет вообще методики профессиональной. У нас отличные школы, есть отличные школы. Яковлев, то есть Александрова, Круглова, Чунина, еще там есть школы и так далее, Белова, техническое там развитие, для развития бедности. А профессионально у нас вот предложение, чтобы система, вот пришел маленький мальчик, с чего начинать? Вот вы сразу даете медиатор, даете все, и он сразу ушел. Понимаете? И у меня это все есть. Я читаю повышение квалификации по всей России, начиная от Сахалина, заканчивая Калининградом, этим.
И везде, и для взрослых читаю, и для маленьких читаю, и для аспирантов, для всех. Эта система не дает сбоев. Почему? Потому что я на домре играю, извините, 50 лет. Понимаете? Вот, я у вас здесь, я к вам просто первый раз приехал. Вот. Вот. А так я с 7 лет играю на домре. И я знаю это все. Я просто через себя все это пропустил. И все свои труды я отдаю на рецензию не своим друзьям в институт Гнесника или там куда-то в какие-то консерватории и так далее, а людям, настоящим методистам Московской консерватории, которые не знают специфики русской домры, но они знают методику. На основании своих знаний они дают мне резюме. Хорошо это или плохо. Всегда это все попадало в десятку. Вот. Возвращаясь к нашему вопросу. Вот, значит, один способ – нажим, да? Потом толчок и бросок. Вот сейчас, значит, для того, чтобы… Мы сейчас со всеми ребятами позанимаемся, как надо, чтобы на концерт успеть переодеться. Значит, вот нажим. Может так ребенок играть? Да? Когда он нажимает, нажимом играет, вот тогда он… Нет, смотрите, нажим это тоже, вот я привозил в школу, наверное, кто-то купил детскую школу. Детская школа это начало, Там я говорю о нажиме, там я говорю и так далее. Нажим. Может он так играть? Но смотрите, здесь педагог должен интуичить обязательно. Если вы возьмете медиатор вот так, сожмете, резкий звук, да? Брак, в общем-то. Он такой звук тоже может быть, когда вы решаете художественную задачу. Может быть любой звук и любая атака. Играете вы Гершвина, вы должны играть из-за уха. Играете вы Моцарта, вы должны играть со струны. Это, понимаете, это приходит уже в 30 лет. Я когда получил все первые места на конкурсах, на всех, какие у нас были в народе, потом я пришел записываться в дом звукозаписи. Я послушал, как я играю, я думал, бросить дом вообще. Понимаете? Это потом приходит уже. Но это можно привить и вот этим детям маленьким. У вас, кстати, я первый раз, мне очень понравилась ваша школа. У вас очень много хороших ребят. Но это благодаря вам. А если они хорошие, значит и ваша квалификация очень хорошая. Вот. Но проблемы существуют и у вас, и у нас, и везде. Вот. Значит, чуть пережмешь – жесть. Чуть не дожмешь – брак. Вот компромисс. Вот эти вот два пальчика, они играют совершенно, они как пружины, как рессоры. То есть они держат медиатор упруго, но он дышит. Понимаете? Там есть предварительное упражнение, то есть без медиатора. Рука должна как идти? Параллельно струне. Правильно, да? Ну все знают, параллельно рука должна идти струне. Значит, а медиатор там должен дышать. Видите? Может так вот ребенок играет? Может. А так может он играть? Может, да? А потом он так научился играть, и пошел со струны, без ударов. У нас вообще не ударный инструмент. У нас щипковый инструмент. К ударам мы никакого отношения не имеем. У нас есть движение медиатора вниз, движение медиатора вверх. С нажимом, с толчком и с броском, с ударом. А потом у нас уже идут штрихи. Стаккат, легат и так далее, и так далее. Но это вот элементарные вещи, начальные элементарные вещи, наши вот 3 способа звукоизвлечения. Я в своей школе в виртуозе пишу один и тот же текст, этюд какой-нибудь мелодический, я написал там что 50 этюдов, какой-нибудь мелодический этюд, и он исполняется в разном состоянии. И ласково, нежно. Или, допустим, то же самое. У меня целая система. Ребенок развивается сразу и художественно, и технически. У меня написана дифференциация всех видов техники. Понимаете, это идет процесс накопления, должен быть у ребенка. Вот маленький ребеночек, я его должен спросить, умеешь ты играть снизу вверх? Да. А умеешь ли ты играть дубль? Он должен уметь играть дубль. То есть снизу вверх, сверху вниз, потом дубль, он должен понимать, что такое дубль, и правильно исполнять. Один раз нужно забить дубль в него, чтобы он понял, и чтобы потом в каждом произведении дубль не учить. Понимаете? Вот эти вот шаблоны, квартоль, триоль и так далее и тому подобное. Вот возвращаясь к вашим, я
много могу говорить. И вот возвращаясь к вашему вопросу. Вот. Видите? Вот ребенок так поиграл, потом достаточно чистый звук. Доль. Квартоль. Ну и триоль может подальше. Вот, допустим, чистый звук. Вот вам, пожалуйста, чистый звук. Но здесь вы должны интуировать, потому что маленькие дети, они не понимают, играют зажато или не зажато. Вы видите, и вы на них реагируете. Вы сами интуируете. Вот. Значит, потом, как вы играете тремоло? Никогда не будет хороший тремоло, только через 30 лет, когда вы сами даете. Значит, есть такая, я поддерживаю, значит, полностью это, и сам это культивирую, и сам это говорю. У меня есть очень хороший друг Иван Иншаков, Иван Викторович Иншаков. Вот, он работает в ЦМШ в Воронеже. Потрясающий музыкант, педагог, еще педагог от Бога. Вот у него студенты его, Горбачев, там, Андрюша, значит, еще. Вот сейчас замечательные музыканты, лауреаты первых. Это все его студенты. Кузнецов, там, Ваня, он Ваня его звать. Еще там у него много хороших. Вот я к нему приезжаю, у него дети вот, высаживаются, взрослые, в унисон, начинают играть, в центре там у них все звучит, а по краям вот такие вот маленькие ребятки сидят и играют вот такой вот тремоло. Я говорю, Ваня, а почему? Они говорят, только 1-2 класс, им нельзя играть так. То есть, вот смотрите, вот свободная рука у ребенка будет здесь. Здесь будет свободная рука. Дубль, когда играет, свободная рука будет. Звук ровный? Ровный, вверх-вниз. Всегда проблема существовала у детей, чтобы был ровный звук. Вот за счет нажима это только делается. И потом, когда он освоил, вы постепенно переходите свободной рукой на тремоло. У ребенка тремоло не брать отдельно, обособленно. Там, Вася, сыграй мне тремоло. Марья Ивановна, а как это тремоло? Это значит, нужно взять медиатор и часто по струне. Значит, а как? Вот так вот, Марья Ивановна. Все, это труба. Он придет, конечно, лет через 15, если захочет, к нормальному тремоло и так далее. Но он может это играть и сейчас. Такое тремоло. Рука совершенно свободна. Маленький мальчик и девочка, такое редкое тремоло будет играть хоть час. Понимаете? Это вход совершенно с другой стороны к освоению инструмента. И вот эти вот у меня прописаны все вот эти шаблоны. С чего нужно начинать? С ознакомления инструмента, с правой руки, с пицциката. И причем в детской школе, она очень удачная школа. И сам ребенок играет песенки, методические комментарии, и с учителем играет, и с роялем играет. Он сразу с первого класса он начинает музицировать. Там 4-8 тактов, даже открытые струны. А программность, там, или Божья коровка, или там давай попробуй догони, или скрипучая дверь. Вот такие пьески маленькие, они программные. И когда маленький ребенок играет, вот его мальчик вот этот заставит, как тебя зовут? Андрюш, сыграть так, как будто не дом разучать, а скрипит дверь. Понимаете? И сразу мы у него вырабатываем воображение, творческая составляющая у нас идет с ним одновременно и с техническим. Вот это же техника, понимаете? Это профессиональная исполнительская техника, играть мягкой душе. Или играть плясовую, если жестко играть, там, допустим, какое-то сочинение. Я культивирую 2 способа звукоизвлечения на первом этапе. Это градация. Мягко, нежно и ярко, празднично. Чтобы у ребенка воспитывалось ощущение качества звука, разная динамика, разная атака и так далее. Это с 1 класса нужно делать. С подготовишки и так далее. Почему пианисты все это делают? Почему пианисты там 4 года, там в 4 классе, в 5, 7, а в 7 они уже играют как боги? Потому что у них есть система. У меня жена работает в ЦМШ, у нее шикарные пианисты, и
Щелкунчики завоевывают места, и на конкурсах Нейгауза гран-при берут и так далее. Потому что система есть, освоение. Вот не так сразу, вот маленький взяли на него, накинули всего. Давайте на него всего. Вот сломался и все. Здесь криво, там криво, там криво, там криво. То есть вот эта система, да, может быть, у каждого своя есть система. Я не говорю, что у меня правильно. По крайней мере, у меня на практике это все отражено. Я никогда не навязываю, я просто предлагаю какие-то такие варианты. И поэтому я очень много вижу, когда ребята играют и для себя выделяют, для себя отмечают там, какие проблемы, что очень, что хорошо, что не очень хорошо, что можно исправить, что, извините, криминально. Я вижу перспективу этих ребят на 10 лет вперед. А когда будет и техническое освоение инструмента, и музыкальное, если допустим, какая-то, если бегемот, не будет же он же бегемот, это он играет как-нибудь вот так. Он будет вот так вот играть. Это уже художество. А что такое правильная постановка рук? Я вас не буду мучить. Правильная постановка рук – это та постановка, которая позволяет добиваться того звучания, которое вы слышите. То есть любой пианист, подходя к роялю, он занимается элементом приспособления к решению тех или иных задач. Играете вы Шуберта, немца, или вы играете Шопена – это разные вещи. Понимаете, играете вы там того-то, допустим, Вивальди, играете там Гендель, это все разное. И тогда играете вы Шостаковича, играете Прокофьева, или это все разное. Это нужно понимать. И когда ребенок, вы знаете, почему дети убегают откуда-то, допустим, потому что им неинтересно. А когда элемент творчества приходит в класс, они никогда не уйдут. Это очень важно. И возвращаясь вот ко всему, у меня очень много наработок, все это записано на разные, все, у меня практически на все виды техники все есть, и у меня вот эта поэтапность, она есть. И поэтому я говорю, что все учатся по моим школам, и по детским, и по уроке мастерства дамбриста. Уже было 3 выпуска прошло, сейчас будет 4-й выпуск, но я буду делать одну систему. То есть начальный класс, как бы ознакомление, 2 класса. Потом юный виртуоз. Юный виртуоз – это 2 будут больших тетради. То есть это человек получает навыки. Вот ко мне пришла сейчас девочка. Я работаю в ВУЗе, у меня 6 студентов, профессорская ставка. У нас институт Шнитке, но сейчас он последний год доживает. У нас уже будет не институт, у нас будет высшая школа музыки имени Альфреда Шнитке. Это в Европе там нет консерватории, там есть высшая школа, это аналог будет очень хороший, имени Альфреда Шнитке. Вот ко мне пришла девочка, где-то я был в области, в Щелково, я ее посмотрел, и я сказал, что она хорошая. Через какой-то промежуток мама мне позвонила, но я не помню. Я говорю, ну ладно, приходите. Значит, я не хотел с ней заниматься, ей 14 лет, посмотрел, ручки ничего. Моя помощница, то есть не моя помощница, моя студентка, она тоже блестящая дамбристка, Шарабиза Кристина, она тоже не могла. Но я решил с ней заняться. Это было в октябре месяце. Я с ней позанимался октябрь, ноябрь, раз в неделю, по 1,5 часа. В декабре меня не было, в январе тоже не было. И вот сейчас я возобновил. Где-то месяца 2,5 я с ней занимался. Все, мы сейчас с ней говорим на одном языке. Она знает что-то, она знает все способы звучания. Она играет гаммы, она играет так. Она играет так. Она четко знает дубль, триоль, квартоль, снятие всевозможных, обратный и так далее. Она все знает. Все. Хроматические гаммы играют все. Это же навыки. Это то, что потом используется, а потом мы с ней играем различные вещи, там старинную музыку, русскую музыку, там обработки народных мелодий и так далее. Она сразу все играет. Если дубль, она уже четко мне играет дубль. И 14. Если она будет хорошо заниматься, она будет прилично играть. Значит, еще я хочу сказать такую вещь. Значит, все дети одаренные.
Все. За исключением, может быть, если там, физиологически что-то не в порядке, там, или там, психически. Там. А так все, любого можно научить играть на инструменте. Другое дело, он, конечно, не будет Рихтером, не будет Листом, не будет Паганини, но, по крайней мере, все то, что сейчас играют современные дамбристы, он может играть вполне. За счет чего? За счет слуха. Вот очень много ребят сегодня на конкурсах выступают, играют, они играют и не слышат, что они играют. Они проскакивают эти ноты. То есть у них ушки закрыты, их не приучили слушать то, что ты делаешь. А когда слушаешь, первично ты слышишь, а потом воспроизводишь, у тебя руки начинают по-другому работать. Обязательно. За счет слуха, за счет организации, за счет правой руки. Вот вы знаете, что такое правая рука? Правая рука – это 85% всего. Это самая главная рука. Она выдает звук, она выдает тембр, она выдает штрихи. Эта рука, она дирижирует. Она дает качественно. Левая рука 15%. Все. Пицциката, какой-нибудь там такое, еще что-то, смена терции, аккорды и так далее. Еще помимо зажатия, вот вы очень многие вы упускаете, но у некоторых ребят я видел, помимо того, что они зажимают пальчики, вот эти все, помимо того, что эта рука просто прижимает лад, обязательно должны быть, я в виртуозе пишу, и глиссандирующие движения. Рука маленькая, не нужно так вот делать. Должны быть глиссандирующие движения, рука должна быть цельной. Чтобы вот так вот никто не играл, видите, вот это ошибка. Я так от каждого пальца. Это обязательно. Видите, подкладываю. Еще такой вопрос. Значит, времени очень мало. Значит, как вы ставите левую руку? И дальше что? Правильно. Все правильно. Дальше что ставите? Свобода. Свобода, да? А как пальчики ставите? В первую позицию или как? Первый, второй, четвертый. Подряд. Ну, подряд. Ну, в узкую позицию. Узкую, да, правильно. Все правильно. Отлично. Значит, ставим так, поставили так. Обязательно нужно ставить на 3 струнах. Обязательно, потому что угол здесь. Смотрите, физиология. Совсем не обязательно, чтобы у вас была рука, чтобы у ребенка была рука такая же, как у вас. Это совершенно не обязательно. Это совершенно неправильно. И я всегда удивлялся, когда человек, допустим, извините, просто поступит в институт имени Гнесиных, в рам имени Гнесиных, а он же туда поступил, правильно? Значит, минимум на специальности получил 5. Если 5 с минусом, там туда уже не поступает. Ну, может проскочить. А так только 5. Правильно? Если в РАМ поступил в РАМ и получил 5, значит, ты что-то из себя уже представляешь? Профессуры сидят, ребята там, профессора, они сидят, смотрят, да, я ему ставлю 5, значит, у тебя много хорошего, да? Если бы ты был какой-нибудь кривой, косой, тебя бы, наверное, не взяли, да? Ну, по идее, ну, логически рассуждаю, ну, правильно, да? Значит, в него вложили. А? Значит, в него вложили. И понятно, что вложили, понятно. Мы об этом не говорим, вложили, не вложили, он не поступил. Естественно, но помимо того, что вы вкладываете, знаете, есть такое мнение, не у кого учиться, ну не у кого учиться, правильно? И есть такое мнение, некого учить. То есть здесь, как бы, когда вот вы сейчас говорите такую вещь, значит, вы, как личность, и вам попадает хороший студент, который вас воспринимает. Тогда получается то, что вы говорите. Вы вложили, вы же в него вкладывали, а он это исполнял. А он взял. А Он взял. Он взял. Он же взял, он же мог не взять. Правильно? Вот и все. Вот я говорю, вот 2 должны быть такие. И он представляете, вот этот человек просто получает 5, сдает все остальные экзамены, приходит в экзамен, а потом ему начинают ломать руки. А? Как вы к этому относитесь? О! И я вам хочу сказать, уважаемые коллеги, в Москву нужно ехать учиться, нужно уметь учиться в Москве. Потому что туда приезжают уже достаточно состоявшиеся ребята. И отбрасывать то, что есть за багаж, багаж свой, это совершенно неправильно. То есть вы теряете свое лицо. Значит, о чем вы говорили, я уже не помню. Вот. И поэтому это, в общем-то, очень важно, заниматься этим.
постановочными моментами и навыками. Обязательно нужно играть гамму, обязательно нужно играть арпеджио, обязательно нужно играть различными штрихами, дублем, квинтолем. Вот что такое координация? Это вот координация. Да? И вот эта координация. И вот эта координация. Это все координация. И это называется еще плюс ко всему ритмизация. Обязательно нужно помнить, что у нас не смычок, у нас ритмическое тремо. Оно по своей сути ритмическое. Другое дело, вы его не замечаете, но структура его ритмизованная. Обязательно. Тогда у вас будет ровность всего, ровность изложения каждой ноты и так далее и тому подобное. Понимаете? Обязательно. Давайте будем с ребятами заниматься так, что ты играешь. Сергей Федорович, мы хотели показать правую руку, у нас проблема такая существует. Играем 16-й, и рука делает такие круговые движения. Вот как можно избавиться, может какие-то упражнения посоветуете? Упражнения просто. А почему вы играете на ладах? Кто вас учил играть на ладах всех? Почему вы играете на ладах? Объясните. Вы объясните вопрос, непонятно еще. Почему вы играете на ладах? Подальше. Почему вы играете на ладах? Правая рука вы Ну а как она? Левая, что ли? Миша, ну отодвинь руку. Не в этом дело. Миша может отодвинуть все, что угодно. Очень много людей играет на ладах. Вы не понимаете, что это совершенно неправильно? Это в корне неправильно. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что основная... Вы посмотрите все, как Цыганков играет, как Круглов играет. Где они играют? На ладах? Когда как? Нет, извините. Вы знаете, я вам хочу сказать, то, что можно быку, то есть то можно кому этому? Другое слово. Да. Юпитеру или кому-то там, нельзя быку. Вы понимаете? Вот приезжает Цыганков, он мастер, очень хороший друг, друзья, мастер. Он умеет все это делать. А сейчас он на ладах не играет, он уже давно не играет. Он уже играет с кистью вот так вот. Вот здесь играет. Потому что то, что было в детстве у него, а в детстве вообще он играл вот так. Знаете, не знаете, да? Вот так он играл, в Омске у себя. И в Москву поступил с такой рукой. Потом у Рудика сделал вот так. Вот так. Потом отказался. Потому что все равно первично у нас первичная кисть. И вот так вот, если вы играете, у вас будет звук всегда один и тот же. Вы никогда не сможете. У вас помимо того, что вы здесь играете, у вас тембр, слышите? У вас этого нет. Значит, вы объединяете свой инструмент напрочь. Во-вторых, у вас один способ звукоизвлечения. Пускай даже самый хороший. Вот нажимом здесь можно играть. Но звука вы здесь не дадите. Ну, я могу дать, а он не даст никогда. Ну, ему нужно будет там 40 лет позаниматься. Тогда. Вот. Понимаете, вот самый нормальный постановка. Я сейчас был в Питере, буквально с Питера к вам сюда приехал. Там тоже были мероприятия всевозможные. Вот там очень грамотно делают. Там сюда берут пенопласт, подставляют, и ребенок сидит и играет. Вот этот изгиб, он дает универсальность постановки правой руки. Она может сюда уходить, а может уходить сюда. Понимаете? Она дает что? Видите? Она дает силу. Когда нужно нажимом, пожалуйста, у вас предплечье появляется. А когда нужно играть какие-то плясовые, какие-то бурлески или что-то еще, пожалуйста, можно вот так играть. Все равно, вот они учат, потом все равно они приходят, если они доживут до этого, все равно они приходят и руку учатся. Да и молодежь, все учатся. Вот, в любом сборнике Домрова нигде не написано, что нужно играть здесь. Всегда есть какой-то рисунок, рука, вот нормальное место. Вам, может быть, кажется, что звук какой-то гнусавый. Совершенно не гнусавый. Он здесь чистый. Давай поиграем еще немножко. Стоп. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите. Он играет вот так. Да?
И поэтому, когда ребенка начинаешь обучать, когда ребенка нажим, вот он мягкий, и здесь нет такого кистевого, он вот прям с предплечьем, бросок. Вот такого нет. То есть это на начальном этапе, проблема начального этапа обучения. Понимаете? Значит, что? Я вам хочу сказать, значит, такой совет. Я недавно преподаю, ну как недавно, после 45, наверное, я только начал преподавать. Меня звали и в институт, и здесь, ну я этим делом как не занимался, я считаю, что это очень ответственное мероприятие. 20 лет или 25 заниматься педагогической деятельностью, тебе попадет студент, ты ему сломаешь всю жизнь, будешь на нем экспериментировать, вырабатывать свои там какие-то правила и так далее на человеке, а у него жизнь одна. И ты ее криво взял. И все равно где-то после 40 я пришел туда, значит, и я столкнулся с такими вещами, которые, в общем-то, мне всегда, для меня были естественны, но я об этом не буду. Я никогда не переставляю руки. Вот как ко мне человек приходит с какими руками, я их не переставляю. Я это не делаю. И считаю, что это неправильно. Во-первых, в чем заключается? Потому что криминала, как правило, нет. Такого уж по-настоящему. Если человек все играет одинаково, я никогда их руки не ставлю, я все решаю за счет художественных задач. Если он играет, допустим, музыку Моцарта, Ронда какой-то, до мажор, соль мажор, или там еще какой-то, ты же должен знать, какой должен быть звук. Если вы играете музыку Баха, и вот они у меня начинают, или играете музыку Дебюсси, там какой-то, то есть светлый звук и так далее. Понимаете, если это обработка, то, конечно, если что-то ласковое, то за счет художественных задач. И поэтому рука, она постоянно преобразовывается, правая рука, она постоянно меняется. И они у меня, как правило, не как правило, все поступают, а заканчивают все с пятерки. И в аспирантуру, и в ассистентуру поступают, и так далее. То есть я с ними занимаюсь художеством. А просто так переставлять руку, ставить руку как-то так, к чему? Это должно быть, ложка должна быть к обеду. Знаете, к чему? Вот какую-то пьесу играете перед собой, значит, должна быть такая постановка. Играете пьесу лирического характера, должна быть такая постановка. Я уже не говорю, вот я слушал сегодня, вчера ребят, конечно же, ритм. Вот в музыке есть несколько составляющих основные, которые свойственны всем инструментам. И домре, и тромбону, и роялю, и скрипке, и гитаре, любом, скрип, виолончели. Во-первых, ритмическая организация. Звук, качественный звук, динамика. Еще раз можно назвать ряд таких вещей, которые незыблемо. То есть обязательно нужно правильно играть размер 2 четверти. Нужно правильно играть размер 7 восьмых, 4 четверти, 3 четверти. Очень много людей этого не делают. Это же элементарные вещи. Элементарно. Это как шаги. Это обязательно нужно делать. Вот именно проблема не за счет балла каких-то произведений, там, взяли сложное произведение, наваляли, а за счет качества. Сейчас время качества. Вот мы все переживаем, потому что почему нас никто никуда не пускает? А кто нас пустит? Нас никто и не пустит. А кто может пустить? Может пустить Плетнев просто. Играть с ними. Гель, кто-то еще. Вот такие люди. А чтобы они пустили, что нужно? Нужно играть так, чтобы им нравилось. Правильно? А что главное на конкурсе? Когда на конкурсе, и когда ребенок или студент, или кто-то едет на конкурс, это понравится. А что нужно сделать для того, чтобы понравиться? Вы думаете сказать свое «я»? Нет. Нужно очень классно владеть ремеслом.
и репертуарная политика. А у нас все ребята приезжают, они приезжают с претензией на то, на свое я. Какое может быть я? Они еще они молодые, 20-25 лет. Поэтому нужно обязательно заниматься качественным ремеслом. Потому что все вроде нормально. Я сижу, слышу, дубль кривой, это кривое, это кривое. А это уже музыку слышит. Мы же даже научились с вами ходить, научили разговаривать, научили писать, научили читать, научили соображать. А мы вот этому не учим. То есть основу. Правильно? Давай, поехали. А то мы договорились вообще. Давай, пожалуйста. Как тебя зовут? Миша. Миша, давай, Миша, Миша, а что у тебя движение? Миша, возьми вот так вот меня в руку, да? Подожди. Сделай вот так. Сделай, подожди. И просто сверху вот так, куда? Нет, видишь, у меня замах. Нет, вот кистью разверни. Нет, ты самое, ну ударь по струне. Он сжимает все равно. Сильно не нужно, а мягко сыграешь. Миша, а ты можешь сделать так, чтобы у тебя медиатор вот так не вылазил? Вот, все, не нужно делать лишних движений. Играй сам, играй. Угу. Вот видишь, смотри, ты играй, тут ты играй, не останавливайся. Смотри, видишь, он у меня дышит медиатор, да? Вот у тебя тоже самое должен дышать, да? А теперь снизу вверх. Угу, молодец. Сильно не зажимай. Расслабь. Миш, не нужно вот так вот выдергивать. Вот, смотри, руку поставь. Вот рука идет параллельно струне, смотри. Сделай так. Вот, рука идет параллельно струне. Вот красиво. А медиатор, Миша, там смотри, медиатор там преломляется, живет, видишь? Вот так вот выдергивать не нужно, да. Смотри, подожди. Вот так, видишь, сюда и медиатор то же самое. Вот видишь? Когда у тебя будет ровный звук сверху и снизу. Угу. Вы знаете, я хочу сказать такую вещь. Много что хочешь сказать, вот для него это большой медиатор. Медиатор должна, вот для меня вот он более-менее нормальный. Это вот большеват, я меньше не играю. Медиатор должен быть как фаланга. Не давайте детям большие медиаторы. Потому что когда большой медиатор, у него движения руки кондовые, такие как, знаете, как трактор, который там мерзлоту долгий. Вот такие движения. Медиатор должен быть так же, как ботинки и все остальное, по размеру. Это большой. Я вот чувствую, если бы я с ним, я бы не давал. Давай сейчас, Миша. Миша, посмотри, вот ты взял вот так вот два этих пальчика, пускай ты два этих пальчика так к ему. Ты их не... Играй. Угу. Чуть расслабь эти два пальчика, расслабь. Ты знаешь, какой дубль, Миша? Сыра. Дубль. Нет, это ты играешь. Нет, дубль это ровно. Свободная у тебя рука, Миша? Да? Свободная, да? Нормально, я не вижу никаких движений. Дело в том, что он играет с 16, начинает вот так крутить. Он когда контролирует, он нормально, но чаще всего контроль получается вот этот уголок. 16 вообще нужно играть, знаете, когда? После того, когда человек научится играть половинки, после того, когда он научится играть ровно половинки и четверть, после того, как он научится играть четверти и восьмые, только потом нужно играть 16-е.
Понимаете, нельзя после сразу играть 16. То есть элемент постановки, он должен это раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, так, восьмой. Вот. А только потом, когда вы усвоите вот это, сначала ребенка нужно научить хорошо играть сверху. Ритмично, чтобы четверти, 2/8 были ровно. Чтобы он их слышал, а не так. Так, это криво. Знаете, почему люди не играют быстро? Потому что они не ритмичны. Они сами себя заводят в тупик. Вот. А только потом уже, когда уже, потом не будет у вас, понимаете, у нее потом не будет вот таких проблем, которые, да это не проблема. Это все выправится у него. Если вы будете обращать внимание на ритмическую организацию, на слух, развивать его ушки, понимаете, мы все живем ощущениями. И у каждого малыша должны быть свои ощущения. Это не проблема, это у вас даже не думайте об этом. Вот. И не думайте об этом. Обязательно сочинения должны быть программы. Обязательно у маленьких детей не должно быть, знаете, когда открываешь что-то, там черный экран. Нельзя, это вред наносит. Нужно больше играть старинной музыки, где много культуры, много традиций, много динамики, ансамбля, то есть общемузыкальные ценности, понимаете? Чтобы вот и так далее. Понимаете, не обязательно, вы никого не удивите никогда там каким-то сложным сочинением или чем-то еще. Сейчас можно удивить только культурой. А культура, она, в общем, культура исполнения. Какие вы пьесы вообще играете? Ну, на конкурсе играли вокалист Рахманинов. Ну это хорошо, да, это неплохо. Про какой парафраз? Автор. Минцев. Минцев, ну это Балалайш, Минцев, да? Ну да. Сергей Федорович, извините, время вас еще давайте, ладно, это не проблема, не заостряйте. Вы лучше, у него рука и это стоит, все. Лучше обращайте внимание на ритм, на динамику, на характер, на звучание, на звук и так далее. И все это станет на место. И не бойтесь, не думайте, что они маленькие, они все эти вопросы решают элементарно. А когда вы будете играть и пьяно, аккуратно, и так вот, у вас аппарат будет нормально работать, исполнительский. У вас будет профессиональное звукоизвлечение. А не так, знаете, когда же мы с вами общаемся, вот, допустим, когда я вот говорю, я вас люблю, у меня одно. Когда я ненавижу, я там кричу, ах ты такой сякой там. Здесь же то же самое, все то же самое. Все. Нужно заниматься культурой, звукоизвлечением, динамикой, то есть общемузыкальными вещами. И меньше играть быстро. И не нужно сейчас никому играть быстро. То, что вы быстро играете криво, брак. Это брак. Вы пытаетесь кого-то удивить, или вы думаете, что критерии в музыке, кто быстрее играет, тот лучше, что ли? Да нет, это у нас у дамбристов только так. Может быть, у Балалайша. А так везде нет. Если ты на таком уровне сыграешь там в консерватории, тебя сразу выгонят с консерватории. Тебя даже не примут туда, если ты будешь играть, извините, без головы. Если у тебя нет. И на любом конкурсе, даже Чайковскую, в конкурсе Чайковскую, там проверяют не твою гениальность, не твое, а твое ремесло. Как ты играешь? А в ремесло это очень объемное. Во-первых, владение инструментом, исполнение различных штрихов, различных видов техники, октавы и так далее, все остальное, фуги, это ремесло, чтобы ты потом мог специально изъясняться. Стилистика музыкального произведения, русская музыка, лист там и так далее, это все ремесло. Вот это проверяем. Вот это. А если к этому есть еще и что-то
такое ценно, все, это уже... А если человек не владеет каким-то ремеслом, все, до свидания. Федя, держись, будь молодцом, молодец. Давай, садись. Как тебя зовут? Андрей. Ну давай, поиграем. Ты молодец. Хорошо, играешь на доме. Давай, что ты играешь? 16. Ой, какая прелесть. Давай, ну поиграем. А что у тебя не получается? Пом-пом-пом. Ну это координательный. Но это нужно, понимаете, каждым видом техники нужно заниматься. Кантиленой нужно заниматься. Беглостью нужно, извините, тупо тоже заниматься. Всевозможными терциями просто нужно их играть. Любой музыкант, любой, я вам хочу, уважающий себя музыкант и классный музыкант, он это все прошел. И Плетнев играл, и все играют. Без гамм никуда, ничего вы не сделаете. Потому что гаммы это шаблоны, вся эта беглость, это гаммы и арпеджио, больше ничего. Больше ничего. Гаммы и арпеджио. То есть вся беглость состоит. И когда вы это все играете, вы потом берете, ми мажор, фа диез мажор. Раз и заложили все. А так вы каждый пассаж будете учить отдельно, каждой пьесе и так далее. Это очень непрофессионально. Давай, что ты сейчас покажи. Ну, на концерте, когда ты играл на туре, я не помню, что у тебя там все получалось. Я уж не знаю, да, что ты получил, но, по крайней мере, не помню. В ансамбле, да? Ну, покажи, как покажи, давай. Человека такая вариация, она достаточно сложна. Она просто в первой позиции, вообще первая позиция достаточно сложная штука. Даже я вот тоже руки поставлю, а у меня тоже напряжение. А для малыша он делает подвиг, то, что играет. Это говорит о том, что маленькие дети, они все-таки, это не мы взрослые, они все-таки преодолевают и природу, и помогают. А в принципе это очень сложная вариация. И что у тебя, ты не можешь это быстро играть, да? Ну и пока не нужно. Да. А что вы еще играете? Нет, а вы скажите, какие-нибудь упражнения играете? Да. Ну, покажите, какие упражнения. Молодец, молодец. Отлично, играй. Отлично упражнение. Отлично, спасибо, молодец, отлично упражнение. Дальше еще какие играешь? Извини, а ты на разных струнах? По хроматизму сыграем? На разных струнах играешь, да? Молодец. Не спеши. Та-ра-та-та-та-та. И слушай каждую нотку. Играй. Слушай каждую нотку. Спокойно. Вот и не спеши. Выбери удобный для себя режим. Вот. И перестроение вниз. На минус играй. Восходящее и нисходящее движение. Молодец. Это очень хорошее упражнение. Вот этим ребятам, всем маленьким, ни в коем случае вот такие не нужно. Нужно выдумать всевозможные упражнения. Вот такие. Вот как он играет. Разные варианты. Разные. Не через открытую по хроматизму. Правильно. Хорошо, да. Значит, и знаете что? И существует, еще раз я возвращаюсь, существует, и вот я когда писал уроки мастерства дамбриста, в первой части у меня было все о звуке написано, о звукоизвлечении, о принципах тремоло и разной стилистической музыки. А второй частью я поставил техника правой руки.
техника правой руки. Почему? Потому что, еще раз хочу сказать, правая рука это 85% всего. Она выдает штрихи, она выдает динамику, она управляет. То есть, помимо вот этих вот движений, таких элементарных, поиграйте и вот так. Можешь так поиграть? Угу. Сверху. Спокойно, спокойно. Молодец, молодец, хорошо. Та-та-та-та-та. Молодец. Молодец, молодец, молодец. И вниз, да? Вот. Это и есть координация. Координация, она во всем, в тремоло, она везде координация. Эта координация делается с первой ноты. Вот взяли, открыли учебник, там вот бабочка какая-нибудь, или там что-то, солнышко. Уже координация есть, понимаете? Уже есть четкая координация. Вот так вот, опять то же самое поиграем снизу. Угу. Не, снизу. Ладно. Вы знаете, есть такое понятие, как управляемость игрового аппарата. И вот эти все упражнения, они именно приспосабливают. Да, с первой ноты. Хочу играть так, и у меня руки срабатывают так. То есть рука от этих упражнений будет только компактная. Тогда будет очень хорошая постановка правой руки. Играем. Вот, не спеши, выбери удобно для себя. Вот, молодец. Вот, да, вот. Угу. Так поиграли, да? Вот так поиграли. Теперь дублем поиграем. Вниз. Вниз теперь сюда, пожалуйста. Вот, ты глиссандируй. Нет. Не держи этот палец, смотри. Видишь? Ты их вот так вот контур пальцем, не нужно. Как бы подкладывай пальчик, да? Вот, молодец. Держи. Ой, глиссандируй сюда. Вот. А квартале, знаешь, что такое квартале в правой руке? Ну, 4. Да, играем все. Четко была фиксация доли, квартоли, триоли и так далее, чтобы он маленький, он уже понимал, что это такое. Понимаете? И от этого и координация, от этого импульса. Есть такое понятие, как пульсация. Это великое понятие пульсация. То есть, как играть, с какой пульсацией, какой эпизод в каком-то музыкальном произведении. Это обязательно. Тогда. Вот этим всем ремеслом тоже нужно заниматься. Если у вас есть система, если нет системы, так можно позаимствовать у меня. Это дает стопроцентное попадание. Мы заимствуем. Давно с вашей школы. Вот, и самое. А так, мальчик хороший. Что ты играл на этом? Да. А ты сольно не играл? Грустную песню Федорова и Калинка. Грустную песенку и Калинка. А Калинка, да. Ну хорошо. Молодец. Ладно. Ребята все очень хорошие, просто нужно с ними заниматься не только нотами, не только какой-то скоростью. Скорость – это самое последнее.
Поверьте мне, скорость самая последняя. Любой профессор, я вам хочу сказать, что любой ваш ребенок, который приезжает там, куда-то туда, в любой город, там Екатеринбург, Красноярск, может быть, куда-то в Новосибирск, Питер, Москву, поверьте, нас не интересуют его музыкальные какие-то качества. Понимаете? Это они интересуют потом, будут интересовать. Нас в первую очередь этот человек интересует как глина. Сколько его исправлять? Можно с него лепить что-то или нельзя лепить? Понимаете? Если у него там пробел, он ничего не слышит и так далее, его просто не берут. Ни в институт, никуда, ни в академию, ни в консерваторию, никуда. Поэтому нужно заниматься музыкой. И все. Сергей Федорович, извините, пожалуйста, а можно вот еще вот маленькую, буквально 5 минут? Где Алисочка? Возьми дурочку, буквально 2 минуты. Алексей, Кто-то посмотрите, пожалуйста, по постановочному аппарату, что-то у нее. У нее правая ручка с кистью, небольшие проблемы. Поехали. Правая ручка у тебя, да? Ну-ка и поиграй. Упражнение сыграем. Упражнение играть. Нет, упражнение вот это, как Андрюша играл, вот это. Хроматически. Спасибо. Обратно, вы понимаете, если у вас будет вот такая плоская рука, В том-то и дело, да. Вот, у вас и звук будет вот В такой том-то плоский. и дело. Будет плоский. Здесь обязательно должен быть купол. Это самое. Не, ну у него так-то рука нормальная. Не нужно руку делать такую плоскую. Рука вот должна быть вот такая. Вот смотри, как красиво у тебя рука. Фантастически, смотри, как красиво сделать. Смотри, что. Ну ты играй, пожалуйста. Не спеши, играй медленно. Видишь, у тебя криво получается. Вы знаете, я вам хочу сказать, вы у кого, ребят, попробуйте вот положить сюда вот такой маленький кусочек пенопласта, то есть на струнке вот так одевается, как бы маленький такой порожек. И чтобы ребенок, чтобы он ручку вот так немножко поднимал. И она, может быть, уйдет сюда, вот как в Питере делают, уйдет сюда. Это первое. Почему у нее это не получается? Обратно же нужно усвоить. 16 это достаточно сложная фигура для детей. И когда особо не усвоено вот это, пульсация, так нужно, доль. Если умные ребята, может быть, доль снизу. Квартоль. Вот, и только потом уже можно. Она сначала, понимаете, нужно четко играть квартоль здесь, и тогда четко будет здесь. Поиграем просто вот здесь, в правой руке. Вот так. Свободно. Найди свободное ощущение у себя, найди свободное ощущение, чтобы тебе было свободно играть, и чтобы звук был красивый. У нее проблем нет, у нее основы отличные. У них у всех основы отличные, все, ничего не нужно менять. Нужно заниматься кто качественно. Чем отличается профессиональная исполнительская техника у музыкантов, там, экстра-класса, от обыкновенной техники? Вроде бы он играет весь текст, и профессионал, и музыкант играет весь текст. Профессиональная техника отличается от обыкновенной техники, обыденной техники, отшлифовкой каждой детали. Ювелирная, триолечка ювелирная, снятие лига ювелирная, исполнение там мелизматики ювелирное, начало, конец, все. Вот что отличает профессиональных исполнителей от просто исполнителей. Понимаете?
Это обязательно. И этим нужно заниматься с детства. Вы думаете, что это сложно? Это не сложно. Это просто нужно сначала. Я тоже со студентами своими, они у меня по 10 лет отучились, потом кто-то... Я, конечно, беру себе, кого считаю нужным, вот, но бывает попадается со стороны. Я 1,5 года с ними сижу, они все начинают понимать, и все, и потом они свободно сами готовятся, сами я их проверяю, говорю, что где-то что-то подсказываю, как-то нужно. Но, по крайней мере, такими элементарными вещами я с ними не занимаюсь, чтобы звук был ровный, чтобы тремоло было ровно. Мы говорим о стилистике звука, тремоло, там у Равеля, у Дебюсси, там у Вивальди, у Баха, у клавесинистов там и так далее. Все. Тогда это инструмент. А когда все пилишь одним и тем же звуком, что бурлеску, что там травушку-муравушку или что-то еще кого-то, то это, конечно, или там, понимаете, это очень важно.